Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Помните социальные рекламные ролики «Позвоните своим родителям»? Трогательные сюжеты напоминали нам о том, что нужно быть внимательными к своим близким. Вот и эта трагическая история началась со звонка жителя Казани своей маме. Игорь, назовем его так, последний раз созванивался с матерью 6-7 июня 2013 года. Сын волновался, как ее здоровье. Она спрашивала, много ли у него работы. Они каждый вечер созванивались, это было их семейным правилом. Интересовались друг у друга, как прошел день, какие новости. Игорь особенно переживал за самочувствие близких, ведь маме было уже 63, отчиму под 70. К тому же пожилая женщина весной сломала руку и все еще ходила в лангетке. С отцом Игоря мама развелась, когда мальчик был совсем маленьким. Его вырастил отчим, с которым мама проживала в браке почти 40 лет. У них родился общий сын, Андрей. Сводные братья росли дружными, старшего всегда ставили в пример младшему. Мать и отец работали, мальчики учились в школе. Сыновья выросли, и отношения в семье стали непростыми и запутанными, как в знаменитом американском сериале «Санта-Барбара». Старший брат Игорь женился, у него родилась дочь, но брак распался. А вскоре после развода бывшая жена Игоря вышла замуж за его младшего сводного брата Андрея. В новой семье тоже родилась девочка. Отношения братьев стали натянутыми, они практически не общались. С бывшей женой Игорь контактировал только по поводу их общей дочери. Родители тоже были недовольны женитьбой младшего, но все-таки мама осталась связующим звеном для всех членов семьи. Из показаний Игоря. В субботу, 8 июня, я лег спать пораньше, около 19:00, поэтому не смог позвонить маме. 9 июня я проснулся примерно в 9 утра, посмотрел телефон и убедился, что накануне пропущенного звонка от мамы на мобильном не было. Я начал ей названивать, однако трубку она не брала. Звонок шел, но никто не отвечал. У мамы было 2 мобильных, второй номер оставался недоступным целый день. Я начал волноваться. 10 июня я позвонил бывшей жене и попросил телефон сводного брата Андрея, чтобы выяснить, где мама. Игорь связался с Андреем. Тот успокоил брата, сообщил, что родители находятся на даче. Просто мама забыла свой сотовый дома. Об этом она сама сказала Андрею, позвонив с постороннего телефона, видимо, соседей. Отец, как выяснилось, мобильным телефоном не пользовался. Младший брат сказал, что мама собирается приехать в город примерно во вторник или в среду. Игорь перестал волноваться и ждал приезда родителей. Однако в течение недели отец и мать на связь так и не вышли. Встревоженный Игорь не выдержал и сам поехал к маме и отчиму на дачу, но никого там не застал. На дверях висели замки, да и соседи пожилых дачников не видели. 14 июня 2013 года, ближе к вечеру, старший сын поехал в городскую квартиру родителей, но ему никто не открыл. По совету участкового Игорь вызвал специалиста МЧС, который вскрыл оба замка на входной двери. Взломав дверь в коридоре, мы увидели замотанный ковер, и что-то, соответственно, в ковре находилось, потому что ковер был внушительных размеров. То, что любящий сын увидел в квартире родителей, потрясло даже прибывших сотрудников полиции. Мы ждали следственную оперативную группу, и когда они приехали, мы развернули ковер и увидели труп пожилой женщины. Концы ковра убийца запечатал черными полиэтиленовыми пакетами для мусора и перемотал скотчем. Руки и ноги жертвы были связаны. В спальне, в шкафу оперативники нашли труп мужчины, упакованный также варварски. Ноги были обмотаны и руки скотчем. Также был приклеен на рот, то есть закрытый рот скотчем тоже.
В дальнейшем у нас, получается, заявителем оказался сын погибших. Полицейские отметили, что обстановка в квартире, где произошло убийство, не была похожа на грабительский налет. Шкафы закрыты, вещи не разбросаны. Очевидно, убийца приходил не за деньгами, или же точно знал, где они лежат. Ценные вещи не пропали, за исключением 2 недорогих мобильных телефонов, которыми пользовалась хозяйка квартиры. Кому могла помешать семья небогатых пенсионеров? Ответ на этот вопрос начала искать следственно-оперативная группа. Интеллигентные, спокойные люди переехали в эту двухкомнатную квартиру сравнительно недавно. Магазин, поликлиника, редкие визиты к родственникам, летом дача – вот их обычные маршруты. Женщина вела малообщительный образ жизни, скрытная, осторожная, посторонних домой не пускала. Никто из родных или соседей не мог даже предположить, кто совершил такое страшное преступление. Там было жутко находиться в этой квартире, так как уже недельный труп, запах просто неимоверный, было ужасно. Начались многочисленные экспертизы. Специалисты установили, что супруги, скорее всего, получили травмы каким-то тупым предметом. Увечья были ужасающие. Многочисленные переломы костей лица и черепа. В краях ран судмедэксперты обнаружили повышенное количество железа. Возможно, орудие убийства было металлическим. В квартире был найден топор. Есть такое знаменитое латинское изречение «cui bono, cui prodest» – «кому выгодно, кто от этого выигрывает». Считается, что автором этой фразы был знаменитый римский юрист Кассиан Логин Равилла, живший более 2000 лет назад. В народе его считали справедливейшим и мудрейшим судьей. Он рекомендовал коллегам при разборе дел всегда искать того, кому может быть выгодно преступление. И это давно стало классической юридической формулой. Вот и в этом страшном случае следователи начали вычислять исполнителя убийства. Профессиональная деятельность супругов отпадала. Среди основных версий преступления выделили случайный налет или расправу кого-то из ближайшего окружения погибших. Первоначально были версии о том, что пришел гость. Также мы не исключали версии о том, что кто-то из незнакомых, может быть, тогда мы расследовали тоже маньяка, который убивал бабушек престарелых. То есть у меня был опыт, тоже расследовал это дело, поэтому меня подключили к этому делу. Ну и оказалось странным то, что все родственники на месте, горюют по страшному горю, одного человека нету. Причем у него есть жена и маленький ребенок, и они тоже не знают, куда он девался, и уже на протяжении нескольких дней. То есть, соответственно, мы первоначально решили найти как раз-таки этого Бореева. Из показаний жены Андрея Бореева. 12 июня Андрей позвонил и сказал, что находится в Набережных Челнах. 13 июня я звонила ему днем, он трубку не брал. Вечером этого дня мы переписывались с Андреем. Он сообщил, что на него свалились проблемы, сильно занят. Я спросила, когда он приедет. Муж сказал, что не знает, постарается поскорее, что ему все надоело. Также он сказал, что скоро закончит все дела, мы отремонтируем дом и съездим, наконец, отдохнем. На 4 июля у нас были заранее куплены билеты в Сочи. Последняя СМС от Андрея поступила около 11 часов вечера с пожеланиями спокойной ночи. С этого дня он на связь больше не выходил. Исчезновение младшего сына погибших Андрея Бореева выглядело странно. Он часто уезжал на заработки, но всегда оставался на связи. Все родственники утверждали, что Андрей был вспыльчив, но отходчив, никогда не грубил, часто злоупотреблял спиртным. Он очень любил своих дочерей, и родную, и дочь жены от первого брака с братом. Андрей помогал родителям, часто навещал их, когда мама упала и сломала руку, он сам ездил с ней по больницам. Родители старались помочь младшему в решении житейских проблем. У старшего сына была квартира, досталась мамина. Младший, Андрей, с семьей жил сначала с родителями. Потом молодая семья снимала жилье. Отец и мать решили продать свою трехкомнатную и купить себе квартиру поменьше. Отец с матерью переехали в двушку, а разницу в 1 000 000 рублей отдали сыну Андрею на новое жилье. Андрей купил небольшой старенький дом в том же селе в Верхнеуслонском районе Татарстана, где жили родители жены.
заплатили 750 тысяч рублей, часть материнским капиталом, остальное из родительского миллиона. Остаток денег, подаренных папой и мамой, Андрей собирался потратить на ремонт. Сотрудники оперативно-следственной группы не исключали как одну из версий, что пропавший Андрей Бореев может быть причастен к убийству родителей. Его объявили в розыск. И чем больше следователи добывали доказательств, тем больше было подозрений в том, что младший сын погибших Андрей Бореев причастен к этому страшному убийству. Но даже представить себе, что взрослые дети так расправляются с родителями, невозможно. Что может толкнуть на такое преступление? Немотивированная жестокость, агрессия, детские обиды, бесчувствие или корысть? На эти вопросы мог ответить только предполагаемый преступник. Просто пропал. Он просто пропал, нам не было известно его местонахождение, мы просто проводили оперативные мероприятия, отрабатывали круг знакомых его, родственников. И вот после этого уже мы его задержали в одном из домов в Верхнем Уфимском районе. Его привезли ко мне в следственный отдел вечером, как я помню. Он вину не признавал в содеянном преступлении. Вечер мы провели вместе, примерно часа 2-3, вот, за разговорами один на один. И я дал время ему подумать. Вот. Утром он пришел, и после нашего с ним вечернего разговора он решил во всем сознаться. Вот. Я ему предложил сознаться при защитнике, конечно же, и под видеокамеру. Подозреваемый Бореев, я объявляю, что вы подозреваетесь в убийстве Кызы Ихановой, я так понимаю, это ваша мама, да? Да. И Бореева. То есть, действительно, он во всем сознался, но первоначально он считал то, что его вина не доказана, не будет, и он сможет уйти от наказания. Мы до этого знали, он игроман, он посещал игровые клубы, и постоянно у него не хватало, в общем-то, этих финансовых средств. Известно также, что он после того, как убил своих родителей, он собирался вывезти оттуда трупы, но по каким-то причинам этого не удалось. Из показаний Андрея Бореева. От продажи квартиры родителями остался 1 000 000 рублей, которые мать положила на мое имя в банк. В феврале 2013 года я снял квартиру в Казани, где проживал до конца апреля. За время проживания на съемной квартире я потратил 600 тысяч рублей на свои нужды. Еда, одежда, алкоголь. В середине апреля нашли подходящий дом недалеко от дома родителей жены, в Верхнеуслонском районе. Дом стоил 750 тысяч. 400 тысяч мы оплатили наличными, которые у меня еще остались. Остальную сумму материнским капиталом. Я начал проживать вместе с семьей в доме ее родителей. Жена мечтала о переезде. Купленный дом требовал больших вложений. Андрей обманывал супругу, говорил, что оставшиеся 600 тысяч рублей лежат у родителей, и он со дня на день начнет ремонт. Но взять денег младшему сыну было уже негде. Он работал от случая к случаю, не имел накоплений. Но красивой жизни хотелось, и отложенные деньги улетели на ветер. Осталась одна надежда – снова обратиться к родителям. Из показаний Андрея Бореева. 7 июня я проснулся в 4 часа утра в комнате, где спала мать. Затем я пошел в комнату, где спал отец. Из шкафа я достал родительский топор черного цвета, выполненный из металла. После этого я вернулся обратно в комнату матери, где ударил спящую мать по голове обухом топора не менее 3 раз. Точное количество раз я не помню. Затем я услышал шаги отца. Я развернулся и увидел его стоящим в дверном проеме между 2 комнат. Я подошел к нему и ударил его обухом топора по голове 1 раз. Отец упал внутрь своей комнаты. Затем я нанес лежащему отцу не менее 2 ударов обухом топора. Читать материалы этого дела не просто страшно, невыносимо. Поднять топор на людей, которые дали тебе жизнь, может только изверг с полной деградацией личности. Нормальный молодой мужчина, сын, муж и отец, за одну ночь превратился в чудовище. Из показаний Андрея Бореева.
Убедившись, что признаков жизни мои родители не подают, я вернулся в комнату матери, спустил ее тело на пол, где был постелен ковер. Я завернул мать в ковер. Затем я поднял ковер с телом матери, положил на кровать и покрыл одеялом. После этого я зашел в комнату отца. Он лежал на ковре рядом с кроватью. Я завернул его тело в ковер. Затем я поднял ковер с телом своего отца и положил его в шкаф. Я закрыл шкаф и прошел в комнату матери. Около ее кровати лежала сумка, точно помню, фиолетового цвета. Я открыл сумку и обнаружил кошелек. Из кошелька я достал 23 000 рублей. В другом отделении сумки я увидел сверток из фольги. Я открыл сверток и обнаружил 5000 евро. Примерно 2 часа после этих событий Бореев спокойно находился в квартире, где лежали тела родителей. Он пил кофе, курил сигареты. Топор положил на место, в шкаф. Взял 2 сотовых телефона матери, раскладушку фиолетового цвета и обычный. Как мог, замыл следы крови. Потом он переоделся, одежду, в которой убивал отца и мать, сложил в пакет. Его он потом выкинул в мусорный бак в каком-то дворе. Его мотивы — это жадность и к деньгам, к халяве. У него старший брат, который всегда работал, он младший брат, который всегда зависел от родителей и получал деньги от родителей. То есть его мотив, если брать промотив, это мотив человека, который шел на преступление сознательно, заранее он знал о том, что есть крупная сумма денег у его матери. Сознательно он остался ночевать в тот день, дождался утра, встал, взял топор. Все свои действия Бореев показал на манекенах во время следственного эксперимента. В выводах судебно-психиатрической экспертизы написано, что подследственный на вопросы и рассуждения о моральной стороне, чувстве вины и скорби промолчал, волнения, тревоги не проявил. На прямой вопрос следователя, желал ли Бореев смерти родителям, он ответил «да». Его признали вменяемым. Следователи нашли банк, где Бореев менял валюту и вынужден был предъявить паспорт. По курсу 2013 года за 5000 евро он получил 210 500 рублей. Потом мужчина оплатил экспресс-кредит, тоже по паспорту, купил себе новую одежду. Больше всего всех, кто расследовал это дело, потряс тот факт, что Бореев не забыл о своих детях. На деньги убитых родителей он купил своим дочерям подарки в детском магазине. Надувной бассейн, мячи и поехал к своей семье. Позже, во время обыска в доме подозреваемого, нашли сверток, который он оставил супруге. 45 000 рублей. Другие результаты экспертиз также доказывали вину Андрея Бореева. На рукоятке топора, скотче нашли следы пота и клеток эпителия подозреваемого. Мое мнение, когда он давал признательные показания, он не раскаивался. Он спасал уже себя, потому что то, что он, как он показал, то, что он раскаялся, то есть допрос, в котором он признался, также малолетний, то, что ребенок есть, его спасли от пожизненного заключения. То есть если бы этого не было, он это уже понимал, то он бы получил бы все-таки пожизненное. Во время судебного заседания мы обычно вызываем всех в судебное заседание, он доставляется конвоем, и вот мне утром сообщают о том, что Бореев в суд не доставлен, поскольку, находясь в следственном изоляторе, он проглотил какую-то проволоку, находясь в изоляторе, для того, чтобы затянуть таким образом судебный процесс. Затем, по прошествии где-то, наверное, месяца, опять же, перед началом судебного заседания, это уже здесь было, в здании Верховного суда, находясь в конвойном помещении, он себе, значит, каким-то предметом, похожим на лезвие, наверное, это был обломок лезвия, порезал веки, шею, руки. То есть таким образом какой-то у него был своеобразный протест против происходящего. То есть он не согласен был. С чем не согласен, это непонятно, потому что никаких ходатайств, заявлений, которыми изобилуют другие дела, которые рассматривают наши коллеги, он не отличался. В ходе судебного заседания Андрей Бореев виновным себя не признал. От дачи показаний и от последнего слова отказался. Тем не менее, суд посчитал его вину полностью доказанной. Ни перечисление ужасных подробностей убийства, ни срок приговора не изменили отрешенного выражения лица осужденного. Когда ему предоставил я последнее слово, опять же, по закону, представляется последнее слово подсудимому,
Он сказал, что я вину свою не признаю, ничего я не совершал. Все, вот его мне сказать нечего. Преступление этого я не совершал, сказал он в своем последнем слове. Хотя было очень много доказательств того, что это преступление совершил именно Бареев Андрей. 23 января 2014 года в Верховном суде Татарстана был провозглашен приговор. По совокупности указанных преступлений ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ничего не выражающее лицо, никаких эмоций на лице не было. Абсолютно как с таким же выражением лица, как на протяжении всего процесса. За 5000 евро и 23 тысячи рублей младший сын продал дьяволу ласковый голос мамы, строгий взгляд отца, посиделки на кухне за чашкой чая. Все то, что нормальный человек ценит дороже жизни. В 2017 году заключенный Андрей Бареев скончался в колонии. Причину смерти в исправительном учреждении не уточнили.